что судьба была ко мне благосклонна. Сравнительно быстро в далекой Сибири, в городе Тюмени, я обнаружил 82-летнего Якова Николаевича Неумоева. А буквально через какое-то время откликнулся из Америки, из Лос-Анджелеса, Ллойд Гомес. Вот тогда-то я и организовал эту встречу для них, но уже не на Эльбе, а в Москве, вот здесь, в Музее вооруженных сил. Гомес стал генерал-лейтенантом, Неумоев стал почетным гражданином города Тюмени. Пришел на встречу и бывший командир танкового батальона, ныне генерал-майор, герой Советского Союза Виктор Григорьевич Шашков. Из Ростова прилетела вдова легендарного комдива Павла Порфирьевича Брикеля Мария Павловна Брикель. Радости не было предела. Вот тогда-то из уст Якова Николаевича Неумоева я впервые услышал фамилию Висаитова. Неумоев тогда сказал мне: я-то герой Советского Союза, а вот наш батя, командир нашего славного 28-го гвардейского кавалерийского полка, подполковник Мавлид Алироевич Висаитов, был представлен званию героя, но эту награду не получил. Сам понимаешь, почему. По национальности ведь чеченец. После этой встречи я серьезно заинтересовался судьбой Мавлида Висаитова. В архиве Министерства обороны нашел подлинные документы, связанные с жизнью этого человека, и понял, что Висаитов – настоящий народный герой. Потом были встречи в Чечне с однополчанами, родственниками, стариками. Со всей очевидностью стало ясно – власть проявила к Мавлиду вопиющее бессердечие. Сомнений не оставалось – надо восстанавливать справедливость. Был конец 90-го года. Здесь, на ВДНХ, проходил праздник газеты «Правда», посвященный Дню Победы, в котором участвовал и наш журнал «Советский воин», в котором я был заместителем главного редактора. Вдруг возле нашей экспозиции показались члены Политбюро: Горбачев, Язов, Шеварднадзе, Лукьянов. Я понял, что подобного шанса больше не представится. Я осмелел, взял свежий номер журнала «Советский воин» и подошел к Михаилу Сергеевичу. Михаил Сергеевич, пожалуйста, попросил я, прочтите мой очерк. Это рассказ о человеке, который был представлен к званию Героя Советского Союза, но из-за того, что по национальности чеченец, этого звания не получил. Его уже нет в живых, но чеченцам ничего не надо, кроме правды и справедливости. Пусть через 45 лет, пусть посмертно. Горбачев внимательно выслушал меня, потом посмотрел на Лукьянова и сказал: Толя, а ведь полковник дело говорит, давай и мы доброе сделаем. На что Анатолий Иванович Лукьянов сказал: у вас все документы на Висаитова готовы? Я сказал: да. Тогда, пожалуйста, я жду вас завтра утром в президиуме Верховного Совета СССР. И буквально через 5 дней, 5 мая того же года, был подписан указ президента СССР о присвоении Мавлиду Алироевичу Висаитову звания Героя Советского Союза посмертно. Пришли в Кремль, в Георгиевский зал. Это был самый торжественный момент, мне кажется, в нашей жизни, потому что сама обстановка, я помню, вот тихо играл духовой оркестр, было очень много военных. И вот когда вот произнесли фамилию, что награждается Висаитов, конечно, нас охватило чувство огромной радости и в то же время грусти, потому что он не дождался этого дня. 1990 год. Вспоминаю события 20-летней давности. Чечня, Натеречный район, село Лаха-Неври. Яркий солнечный день. На центральной площади собрались тысячи людей, радостные, взволнованные, еще бы. Их земляку Мавлиду Висаитову наконец-то присвоено долгожданное звание Героя Советского Союза. Большое участие в этом принял и мой друг, депутат съезда народных депутатов СССР Супьянов Тарханов. Это он на одном из заседаний передал Михаилу Горбачеву найденный нами совместно в архиве Министерства обороны фронтовой наградной лист подполковника Висаитова и свою просьбу о восстановлении справедливости в отношении героя. Еще раньше с подобной просьбой к генеральному секретарю ЦК КПСС обращался первый секретарь Чечено-Ингушского обкома партии Дуглас Авгаев, но все было тщетно. Документы оседали в кабинетах кремлевских чиновников. Мне же просто повезло.
Так уж сложилось по жизни, что у меня много всевозможных наград. Военных, гражданских, профессиональных, наград иностранных государств. Но дороже всего для меня звание «Почетный гражданин села Лаханеври», которым удостоили меня жители Натеречного района. 20 лет тому назад праздник газеты «Правда». Лучше выглядел, да? Ну, были бы чуть помоложе с вами. Но вы сейчас прекрасно выглядите. И вместо звания героя ему дали орден Ленина. Но, Михаил Сергеевич, я помню на всю жизнь, как вы, повернувшись, когда я вам доложил, что он был представлен в звании героя, но как чеченец не получил это звание, вы... И говорю, что чеченцам ничего не надо, кроме правды и справедливости, пусть через 45 лет. Пусть посмертно. Вы повернулись к Анатолию Ивановичу Лукьянову и сказали: Толя, а полковник-то ведь дело говорит. Супьянов Тарханов – личность Чечни легендарная. Центральная улица в родном Нажаюрте носит его имя. Считаю, что при жизни этот человек совершил настоящий гражданский подвиг. Будучи народным депутатом СССР, он создал комитет по реабилитации Абдурахмана Автарханова, а в один из дней 90-го года отправился в Мюнхен и встретился с тем, кого Сталин приговорил к высшей мере наказания. Возвратившись домой и рассказывая о той исторической встрече, Супьян произнес: «На всю жизнь запомню слова Абдурахмана Автарханова. Больше всего во всех передрягах пострадал русский народ. Будет лучше русским, тогда и малые народы почувствуют себя значительно комфортнее». Несколько лет назад тяжелая болезнь забрала у Супьяна жизнь. Мне больно без тебя, друг, и очень тебя не хватает. 8 мая 2010 года, в день 65-летия Великой Победы, произошло то, о чем многие годы мечтали граждане республики. В центре Грозного воздвигнут бронзовый памятник Мавлиду Алироевичу Висаитову. Сегодня мы собрались на открытии мемориального комплекса славы имени Героя России Ахмада Хаджи Кадырова. Этот величественный комплекс включает в себя музей имени Ахмада Хаджи Кадырова, памятник Мавлиду Висаитову, первым вышедшим на встречу с союзниками на Эльбе. Вечный огонь аллею славы наших славных героев. Свершилось то, о чем этот гордый всадник чести и думать не мог. Этот праздник отмечали не только на Тереке, но и во всем мире. Так в Швейцарии, в центре Женевы. В этот день на 45 минут остановилось движение. С 5 кораблей на Женевском озере был впервые произведен необыкновенный по красоте салют. Это был подарок чеченского народа народам Европы. Жители и гости города были поражены увиденным зрелищем. В знак благодарности тысячи автомобилистов длинными сигналами клаксонов благодарили организаторов этого прекрасного праздника. Мне кажется, это самый красивый месяц в году. Monsieur pense que le mois de mai, c'est le meilleur mois dans l'année. После дождей, после снегов приходит этот красивый месяц. Et ce mois est arrivé, heureusement. И в этом красивом месяце, этот день, который мы сегодня празднуем. Et ce jour-là qu'on fête ici, 9 мая, le 9 mai, День Победы. c'est le jour de victoire de la Russie. Нормальных, хороших, красивых людей Parmi les gens très souriants. над сумасшедшими людьми. Мой младший брат сказал, сегодня день Чечни, подарок Женеве. Правильно? Et son frère, ils offrent ce jour à Genève le feu d'artifice, cette soirée. Это наш общий праздник. C'est la fête commune. А сегодня просто этот вечер принимите от нас подарок. Mais aujourd'hui, elle souhaite que vous passiez une bonne soirée. Еще раз с праздником. Encore une fois, félicitations et merci beaucoup. Здоровья, счастья и долгих, красивых лет жизни. Santé et que de bonheur. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их
поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно